Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Авторитаризм, несправедливость, потеря независимости, уничтожение веры и нравственных ценностей переполнили чашу терпения иранского народа. Иранцы воздели руки к небу, обратили свой взор и возложили надежду на мудреца, который восстал против попрания их религии, мировоззрения и их жизненного уклада. Так началось восстание имама Хомейни. Народ сплотился вокруг человека, обладающего религиозной и нравственной чистотой, божественным духом. Небо над Ираном, любимой отчизной, озарилось светом свободы. Прошло совсем немного времени, и люди устремились в избирательные участки, чтобы отдать свой голос власти, основанной на законах истинного ислама. 98% избирателей проголосовали за создание Исламской республики. Кыргызстан – братская и дружеская страна для Ирана. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Кыргызстане Али Моджтаба Рузбихани. Так, по его словам, между нашими государствами значительно вырос внешний товарооборот, и в прошлом году он составил более 44 миллионов долларов, что свидетельствует об укреплении взаимовыгодного сотрудничества. Посол отметил, что Иран импортирует из Кыргызстана мясо и фасоль, а также и другие виды продукции, а экспортирует в Кыргызстан овощи, фрукты, также необходимые товары по домохозяйству, материалы, необходимые для промышленности и строительства. Иран на регулярной основе проводит постоянные выставки товаров иранских компаний в Бишкеке. Уважаемый господин посол, 40 лет исламской революции в Иране. Вы что могли бы сказать? Бисмиллахи рахмани рахим. من تشکر میکنم از این وقت مصاحبه و هم خدمت بینندگان و گیرندگان برنامه شما. Я благодарю вас за предоставленную возможность для интервью, а также приветствую ваших слушателей и пользователей вашего издания. Вот уже 40 лет прошло со дня победы исламской революции в Иране. И наша страна за эти годы прошла долгий и сложный путь. Важнейшим достижением Исламской республики в первую декаду были возрождение независимости страны, вывод страны из-под диктата внешних сил, особенно западных держав, во главе которых стояла Америка. Это было важнейшим достижением нашей революции. Достижением исламской революции в Иране также является возрождение свобод народа в рамках закона и на основе учений светлой религии ислама. И в этом плане мы достигли много успехов. И наш народ, благодаря этим свободам, получил возможность все больше влиять и участвовать в определении политической судьбы своей страны. Также мы, благодаря победе исламской революции в Иране, начали возрождение исламских ценностей и их внедрение во все слои общества, в политической, государственной и общественной сферах. Исламская революция в Иране по своей сути является культурной революцией и возрождением древней доисламской и постисламской иранской культуры. Наши действия в этом направлении были очень успешными. Многое из наших культурных ценностей, из нашего культурного наследия, часть из которых в течение многих лет были изъяты зарубежными державами, в настоящее время восстанавливаются. Число вузов и студентов в нашей стране заметно выросло. В сфере науки мы постепенно достигаем новых уровней по многим отраслям. Начали производить новые инновационные технологии. В научно-культурной сфере в настоящее время у нас в Иране создается огромное количество научных статей и разработок. Иран входит в число 10 лучших стран мира по научным достижениям, в том числе в сфере инноваций, нанотехнологий и ядерного производства. Также развивается сфера фармацевтики и фармацевтической промышленности, медицины, а по некоторым наукам мы входим в тройку лучших стран мира. Также у нас новые достижения в сфере промышленности. Много предприятий в Иране были построены и сданы в эксплуатацию. В области инфраструктурных преобразований многое было сделано как в больших городах, так и в отдельных регионах страны.
В аэрокосмической области мы достигли такого уровня, что в настоящее время ракеты-носители иранского производства доставляют в космос наши научно-исследовательские спутники. И все это лишь очень небольшая часть из наших достижений, которые стали возможны после исламской революции в Иране. Касаемо отношений между Ираном и Кыргызстаном, нужно отметить, что эти взаимоотношения не ограничиваются только периодом после приобретения независимости Кыргызской республикой. Между нашими народами на протяжении многих исторических эпох имели место тесные взаимоотношения. Две страны, находясь на маршруте Великого Шелкового пути, имели культурное и торговое взаимодействие, которые способствовали развитию отношений между двумя странами, создавая много общего у обоих народов. Именно поэтому Иран был одной из первых стран, признавших независимость Кыргызстана, вскоре открывший свое посольство в этой стране. Мы отметили 25-ю годовщину установления официальных отношений между двумя странами. Но история наших взаимоотношений с Кыргызстаном, как я уже говорил, не измеряется только периодом независимости этой страны. Наши взаимоотношения на протяжении 26 лет можно характеризовать как очень хорошие. Эти взаимоотношения частично можно записать в заслуги нашим предкам, создавшим их, сохранившим и оставившим нам в наследство. Это являлось очень благоприятным условием, благодаря которому мы сумели развить наше дело. Одним из главных направлений наших отношений является культурное сотрудничество. Проведение совместных фестивалей, недели кино, дней культуры, круглых столов, семинаров является показателем успешности культурного взаимодействия двух стран. Политическое взаимодействие также идет в динамичном направлении. Президенты наших стран совершали визиты друг к другу. Важными достижениями этих визитов стало подписание очень важных документов, которые создали благоприятные условия для расширения отношений. В экономической сфере у нас также сложились хорошие взаимоотношения. Но, к сожалению, эта часть сотрудничества не шла в ногу с другими направлениями. Одной из причин этого является то, что Кыргызстан географически расположен далеко от Исламской Республики Иран, и чтобы торговать с Кыргызстаном, мы вынуждены пересечь территории нескольких стран. А это, в свою очередь, приводит к издержкам и повышению расходов торговцев, а также требует много времени, что не способствует развитию торговых отношений. К счастью, мы с правительством Кыргызской Республики договорились, что в скором времени устраним все существующие барьеры и будем развивать отношения. Трудности, связанные с банковским сектором, в ближайшем будущем будут решены. Были трудности в выдаче кыргызских виз иранцам, которые в прошлом году были решены, и в данное время действует упрощенный режим получения виз. Мы намерены также восстановить прямые авиарейсы между столицами наших стран, что будет способствовать развитию сотрудничества в сфере экономики. Показателем прогресса отношений с Кыргызстаном можно считать и то, что в данное время мы развиваем сотрудничество в сферах правопорядка и безопасности. Мы прилагаем усилия в сотрудничестве по вопросам противостояния угрозам и вызовам, являющимися общими не только для обеих стран, но и для всего региона. Такие угрозы, как незаконный оборот наркотических веществ, торговля людьми, экстремистские и террористические группировки, создают предпосылки для налаживания сотрудничества в сфере правопорядка и безопасности между нашими странами. Наиболее важным моментом наших отношений в данное время является то, что в прошлом году мы на уровне правительств двух стран ратифицировали программу долгосрочного сотрудничества, которую можно считать дорожной картой развития отношений между нашими странами. В течение будущих 10 лет мы будем руководствоваться этой программой, развивая отношения во всех сферах. Вопрос журналиста относительно кыргызских предприятий в Иране. К сожалению, пока таких компаний из Кыргызстана, которые инвестировали бы в Иран и работали там, нет. Есть некоторые торговые фирмы, сотрудничающие со своими иранскими партнерами. Они активно ведут бизнес, едут в Иран, ведут свои торговые дела. Но кыргызских компаний, зарегистрированных в Иране, или же кыргызских предприятий, созданных и работающих в Иране, к сожалению, нет. Но мы надеемся, что в ближайшем будущем все это будет. Мы проводим много совместных мероприятий с иранской диаспорой, а также иранцами, проживающими в Кыргызстане. Вместе проводим праздник Наурус, вместе отмечаем такие национальные праздники, как самая длинная ночь зимы, торжественные мероприятия, посвященные победе исламской революции в Иране. Помимо этого, мы совместно проводим различные спортивные и культурные мероприятия. Некоторые из них проводит наше культурное представительство при посольстве Исламской Республики Иран. Иранцы, проживающие здесь, являются, образно говоря, хорошими гостями в Кыргызстане. У нас, к счастью, нет осужденных и отбывающих срок в Кыргызстане иранцев.
а это является предметом нашей гордости. Это способствует развитию отношений на уровне общественности. Мы считаем, что счастье и благополучие всех народов Центральной Азии является и нашим счастьем и благополучием. Я желаю кыргызскому народу счастья, благополучия, спокойной, стабильной, безопасной жизни и мирного неба над головой. Все то же самое желаю своему иранскому народу. Желаю, чтобы мы жили в мире, дружбе и процветании. Я думаю, что безопасность должна быть на первом месте. Мы иногда видим, что средства массовой информации Запада лишают людей душевной безопасности. Создавая и распространяя ложную информацию, они становятся причиной беспокойного душевного состояния людей. То есть они своими небылицами развивают в людях ложную тревогу, ложные переживания и страхи. Мы надеемся, что народы всего мира когда-нибудь достигнут мира, согласия и процветания. Я мечтаю и желаю, чтобы все наши соседи, Центральная Азия, Кавказ, Турция, Ирак, Афганистан пришли к благополучию.
Министр внутренних дел Кыргызстана Кашкар Джунушалиев оценил деятельность всего ведомства за 2018 год как удовлетворительно. Встреча с журналистами прошла в здании Министерства внутренних дел. Тема мероприятия была «Итоги оперативно-служебной деятельности ОВД Кыргызской Республики за 2018 год и введение в действие новых кодексов и законов в рамках судебной реформы». На вопросы представителей СМИ также ответили начальники служб и главных управлений МВД, руководители ГУВД Бишкека и Чуйской области. Начальник ГУВД Джумагазиев. Чуть-чуть, я думаю, неправильная информация. Наши сотрудники круглосуточно несут службу. Первая смена у нас заступает на службу в 5:30 утра уже на службе. Ежедневно есть распорядок, есть количество сотрудников, которые заступают на службу. Круглосуточно несут службу по обеспечению безопасности дорожного движения. Вот на сегодняшний день могу сказать, по статистике, вот по стране зарегистрировано 5000 правонарушений. По сравнению с прошлым годом правонарушений именно в сфере безопасности дорожного движения идет на спад. Здравствуйте, Тюркель Медиа Хакима Халилова. У меня вопрос к господину министру. При применении дополнения и изменения к новым кодексам учитывается гуманизация. Скажите, пожалуйста, бытует мнение, что это как раз таки негуманно отношение к потерпевшим. Как вы считаете? Во-первых, учитывалось, когда разрабатывали закон, разработчиками все. И гуманизация, и в то же время возможность государства. Ранее в старых кодексах были одни лишения свободы. А новый кодекс, учитывая, естественно, от тяжести совершенного проступка или преступления, применяются и штрафы, и общественная работа. С 1 января 2019 года в Кыргызстане вступили в силу 5 новых кодексов и 2 закона в рамках судебно-правовой реформы. Среди них такие институты, как единый реестр, следственный судья, цифровизация следственного кабинета и залов судебных заседаний, пробация. Президент страны по этому поводу сказал: успешное проведение судебно-правовой реформы будет напрямую зависеть от работы этих институтов. Вернется доверие народа к судебным органам. Мы с гостем нашей передачи, заместителем начальника ГУВД Бишкека, полковником милиции Нурбеком Калыкеевым обсудили нововведения в законе. Сейчас вы знаете, что дополнение к закону. Как вы работаете в таких условиях с новым законом? С 1 января этого года мы уже начали работать по новому кодексу. Ну и, конечно, естественно, когда начинаем работать, уже есть некоторые моменты, столкнулись с некоторыми проблемами, потому что старый кодекс, они работали очень долго. Поэтому и люди к этому привыкли, старому закону. Проблем недопонимания граждан. Почему так? Например, вот штрафы.
Они как бы, народ не воспринимает его как, например, если плевать в общественных местах, штраф 5500, правильно? Или штраф дорожно-транспортных происшествий тоже повысили. Поэтому в этом вопросе сейчас есть вопросы среди населения, но однако сейчас идет обсуждение Жогорку Кеңеши, чтобы внести поправку, дополнение именно новым кодексом. Поэтому проблемы есть, но в основном работа идет. Мы справились с этой задачей. Ну, еще только месяц только заканчивается, поэтому еще у нас есть времени. А еще какие дополнения есть? Каким законом дополнения есть? Например, 5 кодексов вступает в силу именно 1 января. В основном тут уголовный проступок. Ранее, если человек за мелкие преступления сажали в тюрьму, сейчас такого нету. Сейчас, если человек совершил преступление небольшой тяжести, его можно просто не сажать, а оштрафовать, осудить чисто общественные работы привлекать. Вот такие, чтобы не связаны с арестом. Если совершил более тяжкие, особо тяжкие преступления, то они как бы расследуются как преступления. Тоже, как раньше она была до 20 лет, сейчас она до 15 лет сократили. Ну, идет тут чисто гуманизация. Как только на планете возникли города, с того времени в них и появились карманники. Эта специфичная воровская профессия требует наличия большой массы людей, сконцентрированной буквально на пятачке. Карманник, правильно выбирающий жертву и уверенный в своих навыках, может легко заработать от 100 до 300 тысяч долларов в год. Скажите, пожалуйста, с какими проблемами сталкивается сегодня криминальная милиция? В основном оперативный работник сталкивается, потому что они раньше работали на основании оперативно-розыскной деятельности, есть такой закон. В основном функция была у оперативников. С нового года в основном наши полномочия передали следователям. Значит, раньше могли работать чисто на основании информации, сейчас в основном работаем по следственному поручению следователя. За раскрытие преступления в основном ведет именно следственный орган. А скажите, пожалуйста, в каких регионах страны больше криминогенная зона считается? Например, в Бишкеке, столице. В основном более 40% преступлений совершается по городу Бишкеке. Это причина внутренней миграции. В регионах практически работы нет. В основном молодежь стягивается в столицу. Здесь приезжает, работу не находят. Потом жить-то надо, они идут на преступление. Поэтому сейчас в основном вал преступлений идет именно в городе Бишкек. И именно проблема в том, что у нас преступления касаются, которые имущественные преступления. Вот это карманные кражи. Сейчас, например, на настоящее время, если в прошлом году было 258 фактов карманной кражи, на сегодняшний момент оно уже более 350 фактов. Намного больше идет. Это в основном Бишкеке? В основном Бишкеке. И вот квартирные кражи, грабежи на общественных местах, кражи с автомашин. Вот такие именно имущественных преступлений больше совершается именно в городе Бишкек. А как обстоит дело, например, особо тяжким преступлением? Например, в прошлом году особо тяжкие преступления, из совершенных преступлений практически 97% раскрыто. Нераскрытых убийств за 2018 год практически нету. Именно вот в раскрытии тяжких, особо тяжких преступлений у нас проблем нет. А проблема в городе остается именно имущественного характера.
А какие у вас проблемы, связанные со своей профессией? У нас в стенах МВД социальный пакет, он как бы не предусмотрен. Зарплата мизерная. Например, в основном с утра до вечера работают патрульно-постовые службы. Они получают 9-10 тысяч сомов. Оперативник получает от 10 до 15 тысяч сомов. Естественно, в нашем рыночной экономике прожить за такую зарплату очень тяжело. Но у нас есть дух, патриотский дух у сотрудников милиции. Да, долг, поэтому они и работают, не жалуются на это. Потому что понимают, что государство переживает чисто экономические трудности. Если вы станете перед выбором, мать или Родина? Родина. Кого вы выберете? Родина. Родина. Почему? Объясните, пожалуйста. Потому что Родина она важнее. В Родине живут и мать, и мать, отец, все. Они туда и ходят. Поэтому если в Родине будет мир, значит и дома будет мир. Я всегда, это мой дежурный фраза. Девиз. Если человек сам себя не любит, он не может любить другого, правильно? Если она и так есть. Если гражданин не любит свою страну и не быть патриотом своей страны, что от него можно ожидать? Если каждый гражданин будет патриотом своей страны, он не будет смотреть на зарплату, на низкие экономические, это правильно, состояние страны, он будет всегда ждать, что страна поднимется на ноги, правильно? Для этого у нас есть все рычаги, ресурсы. Недоверие милиции. Поэтому что можете сказать? Вот, например, мы анализ делали, официальная статистика это, например, именно ГУВД города Бишкек, если опрос по итогам 6 месяцев было где-то 9%, она снизилась как бы до 3%. Как бы она растет доверие народа к милиции. Вот, например, да, наоборот, растет доверие, потому что вот сейчас с Нового года практически больше стали обращаться в милицию. Из-за этого сейчас больше преступлений регистрации идет. Поэтому, я думаю, постепенно доверие к милиции народа растет. Как вы оцениваете такое вот понятие, как межнациональное согласие? Влияет ли оно на вашу работу? В основном наша задача обеспечить общественную безопасность. Одна из важных задач – это не допустить межнациональных конфликтов. Сами знаете, в Бишкеке проживает очень много наций. Не только в Бишкеке, да, республика она считается многонациональной, более 80 наций. Да. Поэтому в данное время у нас вопросов особо нету. Они дружно, мирно живут в согласии. Вы же знаете, наша программа называется «Муз-дружба». Что вы скажете? Нет плохой нации, есть плохие люди. Поэтому все люди одинаковы. Всем нациям нужен мир. Они хотят, если будет мир, все будет мир. Поэтому я бы пожелал, чтобы все нации, проживающие в Кыргызстане, жили в согласии, в мире, добра. Несется стремительно земной шар, а вместе с ним и мы. По своим делам, заботам, пунктам плана, оправдывая темные круги вокруг глаз и мелкую сеточку морщинок естественной красотой и необходимостью с достоинством принимать свои годы или какими-либо другими отговорками. Годы оставляют на наших красивых и молодых личиках свой отпечаток. Поспорить с этим трудно, но есть определенные решения, которые позволяют нам сохранить и поддержать нашу с вами молодость. Ведь косметическая индустрия не стоит на месте, а вместе с ней и расширяются возможности по выбору вспомогательных средств и процедур по уходам за кожей. Татьяна Альбицкая, врач-косметолог, советует, чему стоит уделить внимание и над чем задуматься прежде, чем начинать путь к самой себе. Желанной, красивой и вечно молодой.
Мы будем рады видеть вас у нас в своем салоне. Мы можем вам здесь предложить комплекс косметологических услуг, связанных с уходом, с омоложением, с самыми серьезными уходовыми процедурами инъекционными и релакс-процедурами, которые выполняют специальные сотрудники наши, все врачи с высшим медицинским образованием. Я закончила медицинский институт города Фрунзе еще тогда, это уже Бишкек, города Бишкек в 1996 году по специальности педиатрия. Потом я проходила на факультете усовершенствования врачей специализацию по дерматологии и косметологии. И также все наши врачи в клинике имеют соответствующую квалификацию. Мы все имеем право сотрудничать и работать на рынке. На рынке мы уже более 10 лет. В нашей клинике есть все необходимое оборудование. В нашей клинике представлены все самые современные аппараты, которые существуют на косметологическом рынке мировом. Мы с достоинством можем вам предложить и нитевой лифтинг, и мезотерапию, плазмотерапию, ботулинотерапию. Как я уже сказала, и самые сложные, и самые простые. Это и массаж лица можно сделать, и поверхностные пилинги. Если вам необходима процедура по мгновенному омоложению лица, мы тоже будем рады видеть вас у нас в салоне. Мы можем вам предложить процедуры, которая позволит вам выйти в свет уже через несколько часов. Можем предложить комплекс процедур, которые улучшат качество вашей кожи, улучшат качество вашей жизни, потому что не секрет, что мы женщины социальные, и мы должны нравиться прежде всего себе. Мы представляем свою программу на канале Мосдружба, и в поддержку можем сказать, что у нас в коллективе точно так же работают различные национальности. Сейчас пытаюсь посчитать в голове, сотрудников у нас где-то человек 35, и, наверное, 15 национальностей могу перечислить. Реально со всех точек мира. И корейцы, и лезгины, и осетины, и чеченцы, узбеки, русские, кыргызы, естественно, татары. И, наверное, еще надо будет прям перечислять украинцев, белорусы. Мосдружба за нас. Мы находимся на Токтагула 169 в городе Бишкек, пересекает проспект Мира. Уважаемые телезрители, вы можете пригласить творческую группу программы Мосдружбы для съемок культурных мероприятий, где будут показаны национальные обычаи, традиции, игры, а также на знаменательные даты, народные гуляния разных национальностей. Кроме этого, вы можете поздравить своих друзей, родных и близких с их особенными датами. Принимая от вас приветы и поздравления, мы хотим создать для вас условия, чтобы вы могли передать друг другу приятные пожелания, выразить уважение и любовь своим родственникам, друзьям и сослуживцам. Таким образом, наводить настоящие мосты дружбы между людьми. Ведь в наши дни мы особо нуждаемся во внимании человека, который живет и трудится рядом с вами. Эти святые чувства дают стимул, помогают жить, творить и радоваться жизни. Ждем вас в рубрике «Приветы и поздравления». Обращайтесь по телефону 0551 66 52 52.